Уважаемые братья-азербайджанцы, снова хочу к вам обратиться и тоже не с очень хорошими прогнозами. Дело в том, что против вас готовятся провокации, очень мощные, сильные провокации. К большому сожалению, могут использовать чеченцев, чеченское имя. Точнее, тех, кто перешел на сторону русских и убивает чеченцев. Сейчас из моей страны, Чеченской Республики Ичкерия, демократической правовой республики, оккупированной фашистской Россией, хотят сделать новый сектор Газа. И им очень мешают наши старые дружеские отношения. Те отношения, которые укреплялись исторически, а также в новейшей истории защитой и участием чеченских бойцов, в том числе Шамиля Басаева, на стороне Азербайджана в войне на Горном Карабахе. Также то, что азербайджанцы очень много приняли чеченцев и беженцев и помогали им, когда уже была война, Вторая русско-чеченская война. В прошлом году, в декабре 2024 году, русские попытались сбить самолет азербайджанский, как вы помните, который благодаря профессионализму летчиков, пилотов и невероятному везению не был сбит. Если был сбит, упал бы в воду, все осталось бы на нас, на чеченцах. Как тогда они взрывали в 1999 году свои дома и хотели полностью это возложить на нас. И благодаря тому, что в Рязани были задержаны террористы, которые закладывали мешки, и они оказались сотрудниками ФСБ, а Патрушев тогда фактически взял ответственность на себя, заявив, что это были учения и не было взрывчатки, а был сахар. Сейчас, я думаю, тот же Патрушев стоит за тем, который провоцирует новую войну. Войну уже против Азербайджана, против, вероятно, Армении тоже. Они собираются объединить Дагестан, Ингушетию, свои российские провинции, и нашу временно оккупированную Чеченскую Республику Ичкерия в исламистское такое гетто. Именно поэтому они туда свозят сейчас гонимых и разбитых провокаторов, функционеров, боевиков из сектора Газа и строят для них усиленно, активно, большими такими скоростными темпами, строят для них дома в Грозном. За все это время Россия не построила такого количества одновременно большого жилья для чеченцев. Мечети строили, а дома, жилье не строили в таком количестве. И сейчас они пытаются нас травить. И им очень важно убрать среди нас, азербайджанцев и чеченцев, вот ту нить, связующую нашу дружбу, помощь, которую оказал азербайджанский народ чеченскому народу, когда русские убивали нас. И когда наши бойцы в рядах азербайджанской армии сражались за Нагорный Карабах вместе с Шамилем Басаевым, который фактически у азербайджанцев является героем, как и у нас, у чеченцев. И в связи с этим я бы хотел обратиться к вам и предупредить, что готовятся провокации. От имени чеченцев это будет делаться. Мы, чеченцы, не причастны к этому, азербайджанцы. Вы наши братья и сестры. Мы вас любим и уважаем. И сейчас заранее я хочу, сегодня 22 августа 2025 года, заранее вам сказать, что готовятся эти провокации, будут эти провокации. Со стороны Дагестана будут там создавать там разные провокации, где вы граничите с Россией, с Дагестаном. Внутри будут разные, может быть, теракты будут. Ну, все как делала эта частная военная банда российско-иранская Хамас. Сейчас уже открыто иранские проповедники рассказывают о том, что вот там, насколько Израиль плохой, насколько Америка плохая,
и что вот нужно против них сражаться. Фактически это уже процесс пошел. Поэтому я вас призываю вспомнить момент, помните, когда этот самолет, тот, кто обратил на это внимание, а я мониторю ситуацию и обратил на это внимание, когда была попытка сбития этого Боинга, и чудом он долетел до территории Казахстана, но и все равно погибло 38 человек, больше половины пассажиров и экипажа, одновременно начались информационные вбросы. Якобы азербайджанцы начали ругать чеченцев, а якобы чеченцы начали ругать азербайджанцев. Это была провокация. Кадыров и вся вот эта оккупационная власть, которая установлена у нас во временно оккупированной Ичкерии, это слуги России, никакого отношения они к нам не имеют. И если от их имени, от имени чеченцев якобы, они будут что-то вам писать, говорить, знайте, я заранее вас предупреждаю, это будет, обязательно будет. Информационная вот эта борьба, информационная война, это один из главных оружий, главных инструментов российской войны. Поэтому я вас прошу, вспомните мои слова и не поддавайтесь. Мы, чеченцы, любим и уважаем вас, братья и сестры азербайджанцы. Вы никогда ничего плохого не делали нам. Мы никогда ничего плохого не видели от вас. Также и вы от нас никогда не видели. И сейчас, когда американцы пришли на территорию Южного Кавказа, сейчас хотят с юга Иран, с севера Россия, используя нас, наш бедный, оккупированный, находящийся в заложниках чеченский народ, использовать против вас. Обманом, запугиванием, убийствами, подкупом, как они это делают против Украины. Но потихонечку они хотят отойти в сторону и оставить на религиозной волне эту борьбу нам, чтобы мы вели теракты, то есть оккупированный наш в заложниках находящийся чеченский народ, ну и соседние российские провинции. Поэтому я вас буду держать в курсе, наверное, я буду к вам еще не раз обращаться. Нам нужно устанавливать контакты. У нас есть законная власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, в который ходят сопредседатель президиума правительства вдова Джохара Дудаева Алла Дудаева, бывший председатель парламента, ныне сопредседатель президиума Ахьяд Идигов. С этими людьми, с Ахьядом Идиговым, я 2 раза в неделю провожу стримы. И вот мы, настоящие чеченцы, голос которых пытаются замолчать, мы не вам враги и никогда ими не будем, запомните это. Запомните это, пожалуйста, распространите это и знайте, 95% чеченцев за вас, азербайджанцы. Да, мы молчим, и кажется, молчание – это согласие, когда они нас оговаривают и представляют нас плохими. Не только вам еще они предстоит это увидеть, как они нас представляют плохими. Украинцам, грузинам они нас уже представляли, да всему миру. Поэтому запомните, мы находимся в заложниках и в оккупации. И мы ваши братья и сестры. И дай Бог нам мудрости кавказской, сил и ума справиться с этой напастью, которую мы должны вместе преодолеть. Выходите на связь, общайтесь, договаривайтесь, выходите с чеченцами разными на контакты, но будьте осторожны, очень много агентуры. Всего самого вам хорошего и дай Бог нам сил. До свидания.